Здравствуйте, уважаемые ребята! Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Жағдайларыңыз қалай? Сабақтарыңыз жақсы өтіп жатыр ма? Не істеп жатсыздар? Номер 3-ші сабағымызды бастайық. Атам төрде отырады. Бұл сабақтың тақырыбы. Жаңа сөздерді жаттайық. Төр, почетное место. Босаға, порог. Босаға – это порог. Есть такая пословица: гость на порог, счастье в дом. Гостеприимством славен дом. В нем ждут гостей, за стол сажают. Все разговоры на потом. Гостей вначале угощают. Прием гостей начинался у казахов с привет. Затем гостя усаживали на самое почетное место, которое называется төр. Обычно это дальняя часть в центре юрты. И после этого гостя угощали кумысом, различными закусками и подавали мясо. Дом для казахов всегда открыт для гостей. Считается грехом отказаться в крови еде путнику. На стол гостям всегда ставили самое лучшее. Есть такая пословица: принимать гостей – это Божий дар. Гость на порог, счастье в дом. Гость недолго стоит, да много видит. И такая пословица есть. А теперь мы должны открыть учебник, страницу 11, и выучить данные выражения. Құрметті қонақтар, уважаемые гости, төрге шығыңыз, займите почетное место. Или по-другому төрлетіңіз, астам дәм татыңыз, угощайтесь, кушайте, бата беріңіз. Бата беріңіз – это скажите свои пожелания. Открываем учебник. Первое задание, бірінші тапсырма, суретке қара, сұрақтарға жауап. Рассмотри картинки и ответь на вопрос. Давайте рассмотрим картинку. Прием гостей у казахов начинался с привет. Только сейчас мы выучили несколько новых выражений. Құрметті қонақтар. Обращение к гостям. Приветствие. Сәлеметсіз бе? Қалайсыздар? Затем гостя усаживали на самое почетное место. Говорим төрге шығыңыз или төрлетіңіз. Обычно это дальняя часть в центре юрты. И после этого гостя угощали кумысом, различными закусками и подавали мясо. Чтобы сказать угощать, мы говорим астан дәм татыңыз. И в конце старейшины высказывают свои пожелания. Пожелания хозяевам дома. Пожелания, чтобы все были здоровы и счастливы. Это называется бата. Бата тілек. Үйлеріңе келген қонақты қалай қарсы аласыз? Как вы встречаете гостей, которые пришли к вам домой? Вначале нужно поздороваться. Сәлем сөздің анасы. Мы говорим сәлеметсіз бе? Какие еще варианты приветствия вы знаете? Второй вопрос. Қонақтарды дастархандағы дәмге қалай шақырасыңдар? Астан дәм татыңыз. Төрге шығыңыз. Сначала говорим, потом астан дәм татыңыз. Дастарханға қандай тағам қоясыңдар? Дастарханға, то есть на дастархан, на стол ставим все самое вкусное, все самое сладкое, все самое лучшее. Для гостей мы готовим, накрываем стол, угощаем гостя самыми лучшими своими блюдами. Дастарханға шақырылған қонақтар қай жерде отырады? Где сидят гости, которых вы позвали к себе? Они, конечно, займут самые почетные места, которые называются төр. И иелері қайда отырады? А где сидят хозяева дома? Хозяева дома садятся у порога. И иелері қайда отырады? У порога. Сен қайда отырасың? А где сидят дети, когда приходят гости? Дети либо садятся за свой отдельный детский стол, либо уходят в свои комнаты. Если их позвали за стол, то садятся рядом со своими родителями. Еще раз рассматриваем картинку. Бабушка и дедушка получают больше всех уважения. Тілдік бағдар. Правило. Ребятки, мы должны вспомнить, что такое имя существительное. Имя существительное – это такая часть речи, которая отвечает на вопросы кто, что и обозначает предмет. Имя существительное на казахском будет зат есім. Вопросы кто, что к мне. И вот, имя существительное бывает собственным и нарицательным. Собственное имя существительное – это название, это имена людей, клички животных, названия рек, городов, озер. И такие имена собственные пишутся с большой буквы. Свое имя, фамилию, отчество мы записываем с большой буквы. Название нашего города, страны записываем с большой буквы, потому что это имена собственные. Их на казахском называют жалқы есім. А имена нарицательные – это множество одинаковых предметов. Они пишутся со строчной буквы. Например, кресло, светильник, кошка. Ну какая-то кошка. А если у этой кошки есть имя Мурка,
ее собственное, то Мурка будет именем собственным, жалкы есім, а кошка будет именем нарицательным, жалпы есім. Смотрите, корова. Корова – имя нарицательное, жалпы есім. А если у коровы есть имя, Зорька, Буренка, имена будут относиться к жалкы есім. И писать их будем с большой буквы. Бұл Жақсыбаевтар отбасы. Это семья Жақсыбаевых. То в данном случае, то Жақсыбаевы будут именем собственным. Это их собственная фамилия. Жақсыбаев. Бұл жерде Жақсыбаевтар жалқы есім, отбасы жалпы есім. Жақсыбаевтар имя собственное, отбасы семья, имя нарицать. Жақсыбаевтар жалқы есім, үлкен әріппен жазылады, отбасы жалпы есім. Кішкентай. Міне қарай қойыңыздар. Бұл отбасы. Дәптермен жұмыс. Записать сегодняшнее число, прочертить линию. На одной стороне запишем жалқы есім, а на другой жалпы есім. Смотрим еще раз. На картинке семья. Ата, әже, әке, ана, аға и қарындас. Члены семьи. Если мы, не называя их имен, будем просто называть ата, әже, әке, это все будет жалпы есім. А если мы назовем конкретное какое-то их собственное имя, тогда их имена будут жалқы есім. Записываем отдельно имена нарицательные и имена собственные. Жалқы есім. Имена собственные. Например, я придумала имя для дедушки. Пусть дедушку будут звать Қасым. Қасым ата. Ата жалпы есім, а Қасым это его собственное имя. Жалқы есім. Для бабушки я имя не придумала. Для папы имя придумала Ғани. Остальные имена вы придумаете сами и запишите в свои тетради. Повторяем новые слова. Төр – это почетное место. Босаға – порог. Запишите эти слова в тетрадь. На этом сегодняшний урок закончился. Сабағымыз аяқталды. Сау, саламатты болыңыздар.